Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске я расскажу, где были найдены арктические динозавры и где подробнее вы о них сможете узнать. Также расскажу о уникальности якутских коров, масс-рестлинге в Монголии и еще о многом другом. Приступим! Останки арктического динозавра были найдены в Сунтарском районе еще в 1960 году. Но только в 2017 году удалось организовать первую совместную экспедицию петербургских и якутских исследователей, которая подходила до 2019 года. Останки в 60-е были найдены школьниками и учителями, и вся жизнь подростков была посвящена изучению и развитию родного края. И вот сейчас документальный фильм «Мой личный динозавр» покажут в историческом парке «Россия. Моя история». Картина повествует об экспедициях ученых в Якутию. Фильм «Мой личный дракон» уже был представлен широкой российской и зарубежной аудитории. Однако у многих школьников в отдаленных областях Якутии, прежде всего в Сунтарском улусе, не было возможности увидеть фильм на большом экране. Программа показа охватит 8 районов республики, в которых проведут 16 мероприятий. Фильм уже показали в Хангаласском и Намском районе, а также в Мархе. Вторая часть начнется с сентября месяца. Запланированы поездки в Вилюйские улусы. Будут охвачены Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарские улусы. А также у нас в сентябре месяце стартует конкурс детских мини-скульптур. Называется «Мой Сунтаврик». Все дети республики будут участвовать в этом конкурсе. Очень хорошие призы будут. И этот конкурс будет посвящен памяти Файзеля. Ученые нашли уникальную мутацию генов у якутских коров. Ее нет ни у одной другой коровы в мире. Эта мутация встречается у тюленей и моржей. Выделенный ген оптимизирует работу сердца, так замедляется частота биения сердца, как у ныряющих животных. Как именно в Якутии появились мохнатые коровы, до сих пор точно неизвестно. Якутские коровы более эффективно распределяют ресурсы и экономят энергию. Они могут спокойно переносить морозы до 70 градусов. А мясо скота известно своей натуральной мраморностью. Лучшие коровы стада имеют удой более 2 тонн в год при жирности до 11%. Сегодня мы познакомим вас с семьей Ивановых, которые занимаются разведением якутских пород коров. В гости на ферму к ним съездила моя коллега Ирина Григорьева. В Якутии наступило долгожданное лето. Начало лета в Якутии – это радость людей, переживших суровую и долгую зиму. На полях пасется скот, резвятся же ребята, ведь сейчас самая благодатная пора. Традиция к лету перебираться на летние пастбища, так называемые сайлыки, в Якутии существует с незапамятных времен. С тех пор этот образ жизни не изменился. Мы сейчас находимся на Еланке и видим, как вот здесь на лугу пасутся коровы. Якутские фермеры согнали свой скот на летние угодья. Михаил Винокуров каждое утро идет по этому маршруту. За несколько часов ему предстоит надоить более 10 коров. Рабочий день в этом крестьянском хозяйстве начинается с 6 утра. Здесь 30 коров и телята, за которыми надо ухаживать. Сейчас время дойки. Пропустишь время – пропадет молоко. Поэтому, как и на любой ферме, здесь все расписано по минутам. Кормежка, дойка, выгул на пастбище. Нужно встать ни свет, ни заря, накормить куриц, телят. Вот как раз я пытаюсь это сделать. И самое важное – произвести утреннюю дойку. Утренняя дойка – это самая важная часть работы. У них очень большое хозяйство, целых 40 коров. И 13 из них нужно с утра успеть надоить. В общем, работы много. Самыми требовательными к уходу и кормлению в это время новотельные и вновь отелившиеся коровы. Сейчас нужно обеспечить телят и молодняк заботой, пока у них не сформируется свой иммунитет. Ну, я смотрю, вы их привязываете, они очень шустрые, бойкие. Да, они шустрые, вот. Скоро на улицу пойдут. День-то через 2-3. Вот пускай побегают там. Ивановы – единственная семья в селе Еланка, которая разводит якутскую породу коров. В 2015 году Саргалана Иванова вместе с мужем закупили 25 телят, и началась многолетняя кропотливая работа. Признается, удалось не только увеличить поголовье домашнего скота за счет искусственного осеменения, но и улучшить генофонд якутской породы. Якутские коровы неприхотливы и выносливы и стойко переносят якутские 50-градусные морозы. Я сама как ветеринарный врач осеменяю коров, поэтому я, нынче в Нюрбу Акану отправили 20 стельных телок. Поэтому у меня сейчас 30 голов
И 18 дойм, остальные уже с детьми ушли. Якутская порода коров уникальна. Ей не страшны лейкоз, бруцеллез и туберкулез. Особенно ценится молоко с 9 и 11% жирностью, ведь оно конкурирует с уникальной жирномолочной джерсейской породой. Еще один породный признак – мраморность мяса, при котором мышечную ткань пронизывают тонкой прожилкой жира. Поэтому и молоко, и мясо якутской породы самое вкусное и полезное. Саргалана Иванова признается, свою миссию как ветеринара по возрождению якутской породы здесь, в селе Еланка, она выполнила, но переживают. Некому передать хозяйство. Дети особо не горят желанием заниматься фермерством, а труд это нелегкий. Но семья Ивановых не унывает. Планов много. Их как бренд можно держать. И вот если бы я в прошлом году прошла этот семейный конкурс, грант, тогда бы я еще большой хатун сделала бы, тогда бы я никому не продала. Я бы еще возродила. Тогда вот эти вот старые мамочки, они бы уже отстранились. Тогда у меня вообще, я так работала, чтобы все было чисто. После дойки коров снова отгонят на луга и пастбища Еланки, чтобы завтра снова получить богатый удой. Ирина Григорьева, Илья Сыромятников, Еланка, Хангалатский район. А в столице Монголии Улан-Баторе завершился чемпионат страны по масс-рестлингу. Оригинальное звучание «мас-тартыгы», что в переводе с якутского означает как «перетягивание палки». Соревнование выявило самых лучших спортсменов. Они представят Монголию в июне на чемпионате мира в городе Якутск. Как отрадно, что наш традиционный вид спорта стал популярным во всем мире. Самые яркие моменты соревнований отсняли наши коллеги. Громогласные бялямча и трибуны разрываются от восторга. А как иначе, если на помосте накал страстей? Более 130 спортсменов боролись в 13 весовых категориях. На кону не просто победа, поездка в Якутию. С момента старта максимальное внимание болельщиков привлек 72-летний масс-рестлер, известный в Монголии пауэрлифтер. В первой же схватке удача была на стороне Даша Намхайдоржа. Казалось, победа уже в кармане опытного спортсмена. Зрители ликовали. Но помост выбирает сильнейших. Техника и работа корпусом соперника взяли верх. Вся моя жизнь связана со спортом. Мне 72, и я трехкратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Азии по пауэрлифтингу. Молодежи я советую заниматься масс-рестлингом, а победителю желаю удачи на чемпионате мира в Якутске. Еще одной интригой вечера стал поединок Бацейхана Юурцайха. Юноша – настоящий феномен. Ему 18, учится в школе в масс-рестлинге меньше года. Для него чемпионат Монголии стал первым крупным соревнованием и однозначно знаменательным. Сегодня появилось новое имя монгольского масс-рестлинга – Бацейхан. Уверенно вырвал первое место. Мне очень понравилось. Я рад своей победе. Теперь буду готовиться к якутскому помосту, чтобы достойно представить Монголию. В стране степей масс-рестлинг развивается с космической скоростью. Сегодня его массово преподают в школах на языке спорта. Тут говорят даже байкеры. За развитием масс-рестлинга в Монголии стоит Эрденеванчик Бадбаатар. Это он еще в 2015 году показал землякам, что такое перетягивание палки. Опыт перенял у якутских коллег. Эрденеванчик – выпускник Чевкис. Я учился в Чоропче. Однокурсники масс-рестлингом занимались в якутском Мадоне. Вся Монголия сейчас знает, что масс-рестлинг – это якутский вид спорта. Очень интересный и зрелищный. Этот чемпионат в Монголии не первый, 8-й по счету, но именно по его итогам будет сформирована сборная страны по масс-рестлингу. В нее войдут победители, всего 14 атлетов, которые и будут отстаивать честь Монголии на чемпионате мира в Якутске. Айсана Бурнашова, Виктор Олисов, Константин Стручков. Улан-Батор, Монголия. Вода – это источник жизни, главный ресурс на Земле, как только не называют эту важнейшую жидкость для нашей жизни. В Якутии ее ценность возрастает в разы во время паводка. Все потому, что качество речной воды заметно ухудшаются. Но замечают ли эти изменения якутяне, мы узнаем дальше.
Кока-кола, кофе или чай из-под крана дома. Такие явления повсеместны для многих городов нашей страны. Исключением раньше не была и столица нашей республики. В Якутске это явление носило сезонный характер. Качество воды в кранах горожан ухудшалось в период паводка. С 2019 года о паводке жителям Якутска напоминают только красивые виды ледохода и не такие красивые сводки о паводковой обстановке. В конце 2018 года в столице заработал новый комплекс водоочистных сооружений, подающий в город чистую воду круглый год. Паводок не исключение. Проблем в паводок нет никаких. Все реагенты у нас закуплены заранее, еще в январе месяце. Инженерный состав весь готов к работе. Но вода, подаваемая в город, это одно. До каждого конкретного крана живительная жидкость проходит долгий многокилометровый путь с пересадками по магистральным, внутриквартальным и внутридомовым трубопроводам. Из них водоканал ответственен только за работу магистральных сетей. Мы решили проверить, какого же качества вода доходит до кранов потребителей. Для примера мы возьмем кран в нашей редакции. Обязательно холодная вода, потому что именно такая подается водоканалом в город. Мы наберем сюда в бутылку свой образец и отправимся с ним в лабораторию, чтобы узнать показатели конкретно нашего образца. Ну, даже невооруженным глазом можно заметить, что вода достаточно чистая. Тем не менее, лаборатория нам покажет, что же на самом деле. Наша редакция находится в центре города, в 8 километрах от водоочистной станции. Расстояние внушительное. Ориентироваться при анализе мы будем на Санпин «Чистая вода», главными показателями которого являются цветность, мутность железа. Предельные концентрации 20 градусов, 1,5 мг на литр и 0,3 мг на литр соответственно. Для сравнения, в день съемки сюжета параметры воды в реке Лени были следующие. Цветность 114 градусов, мутность 6,26 мг на литр, железо 0,6 мг на литр. Предоставленный вами образец воды полностью соответствует Санпину по холодному водоснабжению. Сравним наш результат с водой, которую подавали в этот день в город. Цветность 6,6 градуса, мутность 0,5 мг на литр, железо 0,8 мг на литр. Разница такой воды и нашего образца сводится к сотым долям, а железо так и вовсе приблизилось к нулю в нашем образце. Результат говорит сам за себя. В региональном управлении Роспотребнадзора мы нашли подтверждение нашему эксперименту. Во время паводка жалоб на холодное водоснабжение от жителей Якутска не поступало. Качество воды в период паводка практически не изменяется по сравнению с другими периодами года. Доверяй, но проверяй. Такой поговорки придерживается Роспотребнадзор и нет-нет, да все равно самостоятельно отбирает пробы воды. За первый квартал этого года проверили 6,5 тысяч проб, из них 1500 в Якутске. Несоответствие нормативу выявили только в 9% случаев. Внутриквартальные сети у нас остаются старыми и изношенными. Ввиду этого может показать превышение железа. Во многих районах республики проблем с ухудшением качества воды после очистки нет. Вода просто напрямую подается из водоема. Это допустимо, если качество воды в месте забора позволяет так делать. Но, как правило, именно в таких случаях и фиксируют несоответствие. При этом в региональном министерстве ЖКХ решительно намерены решить эту проблему. Подспорьем для этого стала федеральная программа «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году мы ввели 2 объекта по данной программе. Это водоочистная станция в городе Алёкминск и водоочистная станция в городе Покровск. В текущем году у нас завершается реализация мероприятий по 5 объектам. Это магистральные сети в Верхневилюйском районе, в самом селе Верхневилюйск и село Андреевское. Также станции водоподготовки – это в селе Сунтар, Сунтарского района, Бердигистя Горного и Алёкминск, второй этап. Подведем итог по существу, так сказать, без лишней воды. Вопрос качественного водоснабжения в столице региона можно считать решенным. Круглый год горожане снабжаются качественной водой, паводок не исключение. Другой вопрос – районы республики, во многих из которых ситуация не такая радужная. Но в региональном министерстве сообщили, что до 2024 года по программе «Чистая вода» чистой водой планируют обеспечить порядка 70% населения. Павел Танин, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Встретимся в это же время завтра в эфире телеканала «Якутия-24». Всем продуктивной недели!